В Инте с однодневным рабочим визитом побывал председатель Государственного совета Республики Коми Сергей Усачев. Свое знакомство с Приполярьем депутат начал с посещения производственных объектов. В программе посещения Инты, конечно, в первую очередь те объекты, которые являются основой экономики и города Инты, и республики, которые имеют перспективу развития. И первым, конечно, завод карбидных материалов. Очень здравые планы у инвесторов. Это выпуск очень такой дефицитной продукции, которая нужна в целом Российской Федерации, экономике России. И, безусловно, понимание тех перспектив, которые есть у этого предприятия. Я думаю, создание рабочих мест, расширение производства, наращивание объемов, это все возможно, поскольку все условия здесь, в Инте, для этого предприятия, этого инвестпроекта есть. Понятно, что сейчас еще все в стадии подготовки к запуску и, может быть, не так приглядно, но просматриваются уже контуры будущего предприятия. И самое главное, у людей, которые там трудятся, есть такой здоровый энтузиазм. И это говорит о том, что проект все равно состоится. Резидент арктической зоны в Республике Коми, завод по производству карбида, кальция и ферросплавов, планирует начать выпуск своей продукции в четвертом квартале 2024 года. Завод располагается на базе бывшей районной котельной в микрорайоне Южный. В 2018 году ее закрыли. Здание постепенно реконструируется в производственное. Обустраиваются подсобные помещения, внешние и внутренние сети. Цеха готовят под установку нового производственного оборудования. На сегодняшний день у нас ведутся работы подготовительной экватировки печи РКЗ 2,5 с производительностью 2000 тонн в год карбида кальция. Ждем сейчас погодных условий хороших, благоприятных. То есть футировка должна производиться минимум при минимальных температурах +5. То есть погода наладится и начнем футировать. То есть все для этого готово. Процент готовности проекта составляет свыше 60, но уже сейчас просматриваются контуры будущего предприятия, которое создаст новые рабочие места и составит конкуренцию экспортерам карбида кальция из Казахстана и Китая. Продукция данного завода активно востребована в строительной, нефтехимической и металлургической отраслях. У предприятия уже имеются покупатели, которые ждут открытия производства. Приобрести желающих много. То есть даже если мы выйдем на полные мощности своей продукции, мы не насытим российский рынок даже и наполовину того, что требуется в стране. То есть это же импортозамещающая продукция. У нас основные поставщики Китай и Казахстан. В нашей стране пока нету, скажем, постоянного производства карбида кальция. Конечно, есть, да, есть много желающих, кто готов купить нашу продукцию. В этом году предприятие приобрело современный лазерный сварочный аппарат, который также может резать металл и счищать с него различные примеси. Да, потому что он снимает и масло, и нагар, и краску. 2-3 слоя краски снимает полностью до металла. То есть химия, не каждая химия она возьмет. Химия возьмет только сверху, а не проникнет до металла. То есть если нам надо изделие потом под покраску, то обработали, то, что могли, счистили, а это уже под ноль. Счистили, и все потом идеально можно использовать. Помещение бывшее насосное, там сейчас будет располагаться у нас тарное производство, то есть у нас завезено оборудование, которое будет производить тарную продукцию в размере 50 литров. То есть там все утеплили, ведутся пусконаладочные работы, и впоследствии мы будем производить тарную продукцию и упаковывать свою продукцию в эту тарную продукцию. Сейчас на предприятии трудится 60 человек. При выходе на максимальные мощности производства планируется задействовать труд нескольких сотен человек. Местных жителей трудоустраивают на работу в приоритетном порядке. Еще один резидент арктической зоны – общество с ограниченной ответственностью «Интинское». Это предприятие было выделено из структуры агрокомплекса «Инта Приполярная» и в основном занимается изготовлением продукции из оленины, тогда как оставшаяся часть производства направлена на молочное сырье и полуфабрикаты из говядины. Агрокомплекс «Инта Приполярная». Вы знаете, что там
безусловно, произошло некое сокращение объемов вообще производства. Часть стада, значит, была вывезена в южные районы республики. Удалось оставить и сохранить все-таки определенную часть, сбалансировать экономику, найти новые направления развития. Это выпуск продукции из оленины. Предприятие имеет тоже неплохие перспективы развития. Во всяком случае, обеспечивать молоком, молочными продуктами и, значит, мясом, изделиями из оленины и говядины, конечно, предприятие способно. Уже поговорили также о том, чтобы продукция предприятия могла попасть и в целом на рынок республики и за его пределами. Для этого нужно помочь предприятию создать условия. И по этим планам будем разговаривать с Минсельхозом Республики Коми. Делегация посетила цех глубокой переработки мяса, где трудится порядка 30 человек. Зимой прошла убойная кампания. У предприятия имеется свой забойный пункт на 21-м километре. Именно там и происходит заготовка оленьих туш. Мы в этом году забили стада агрокомплекса, Петруния и Абись. И плюс мы приобретали мясо у частных оленеводов, которые приходят и сдают мясо на убойный пункт. Он у нас сертифицированный. Там у нас ветеринарный врач государственный, не наш, проводит ветеринарную экспертизу, осмотр, ставит клейму. То есть мясо у нас сдается на анализы, и у нас оно очень хорошего качества. Предприятие заготовило порядка 190 тонн оленины. Было забито более 5000 голов. На складе достаточное количество мяса. Излишки организация сбыла населению. Так было продано около 60 тонн в тушах. Ежедневно порядка тонны, от 800 до тонны в килограммах туш мясо обваливается. Соответственно, после него мы начинаем переработку в зависимости от планов реализации. Забой ежегодно, постоянно или там же сезонный забой? Сезонный. У нас начинается забой в декабре и заканчивается в январе. И потом то мясо, которое вы забили, вы постепенно его расходуете. Да. И храните здесь. Да. В течение года. Интинская производит широкий ассортимент продукции. Разнообразные колбасы, копчености, полуфабрикаты и деликатесы. В том числе ценнейшую по своему составу продукцию из мяса северного оленя. У нас идут и вареные колбасы, сосиски, сардельки. Далее полукопченые, варено-копченые колбасами. Особым спросом у нас пользуется сырокопченая продукция. Это чипсы, полоски, окорок, филей. Ну и стараемся, очень много у нас полуфабрикатов, фарши, котлеты, колбаски тоже. Люди пользуются спросом. Председатель Госсовета Республики Коми Сергей Усачев поговорил с руководством предприятия о том, как повысить конкурентоспособность аграриев с кировским производителем и расширить рынки сбыта. Вопрос важен не только для предприятия, но и в целом для развития муниципалитета. Сбываем мы в наш город, мы сбываем по Республике Коми, Печора, Ухта, Сыктывкар и за пределами. Санкт-Петербург у нас берет, Пермь берет, ну и еще несколько рядов городов. Общеобразовательные учреждения, естественно, наши местные садики приобретают оленину и сардельки. К 2025 году в Инте будет построена газовая котельная, которая позволит модернизировать энергетическую систему. Именно поэтому делегация посетила территорию ТЭЦ, где сейчас активно ведется строительство и работают подрядные организации. В планах до 10 июня забить свайное поле главного корпуса, приступить к монолитным работам. Значит, и далее, то есть сбор металлоконструкции, закрытие теплового контура. Параллельно будем монтировать оборудование котельное, значит, и эстакады, трубопроводные эстакады. На сегодняшний день на площадке находится 3 ТР, 12 человек. Значит, плюс 7 человек подъехали уже монолитчиков, и до 25 числа еще подъедет 13 человек. Будем выполнять работы по сборке каркасов. Значит, в планах закончить закрытие теплового контура с монтажом оборудования, монтажом ИПУ до конца года.
Строительство в Инте газовой водогрейной котельной – приоритетный инвестиционный проект ПАО «Ты плюс» Республики Коми. Его общая стоимость составляет 1,5 миллиарда рублей, в том числе 556 миллионов рублей – целевой заем из средств Фонда национального благосостояния. Объект мощностью 160 гигакалорий в час заменит устаревшую ТЭЦ, которая после прекращения добычи проектного интинского угля вынуждена использовать топливо Хакасского угольного бассейна. Мы с вами находимся на территории Интинской ТЭЦ, непосредственно справа от меня можете наблюдать площадку строительства новой водогрейной котельной мощностью 160 гигакалорий. На текущий момент на строительной площадке у нас задействовано 5 единиц техники. Идет этап погружения и подготовки фундаментной группы. Задействовано 2 единицы техники, своя давляющая установка и своя забивающая установка. И если вы посмотрите вправо, там еще 2 единицы техники, которая прибыла для усиления. После завершения этапа подготовки фундаментной группы мы приступим к возведению непосредственно корпуса водогрейной котельной и корпуса водоподготовительной установки. Также будет на объекте реализована группа бакового хозяйства аварийного топлива, которая позволит обеспечить нам резервирование в случае каких-либо инцидентов или прекращения газа, который будет являться основным видом топлива для новой водогрейной котельной. В феврале на площадке строительства газовой котельной были установлены опоры ЛЭП, 8 анкерных и промежуточных опор высоковольтных линий электропередач 35 кВт высотой до 39 метров. Фундаментом для них служат готовые бетонные основания. Их доставили в Инту железнодорожным транспортом. Техника для поднятия опор прибыла по зимней технологической трассе из Воркуты. Большую часть материалов и оборудования для строительства газовой котельной пришлось завозить из других регионов. Техника и соответственно, подрядные организации, они здесь совместные. Здесь есть часть представителей, которые работают, набранные из персонала, который находится на территории города Инта. Часть персонала прибыла у нас с регионов России, за пределами Республики Коми. Техника точно так же. Часть у нас представителей города Инты нам предоставили в аренду, а часть техники пришло за пределы Республики Коми. Это у нас Поволжье, это у нас Северо-Западный федеральный округ, ну и город Екатеринбург. Строительство современного газового теплоисточника повысит надежность теплоснабжения города, улучшит экологическую обстановку в округе и обеспечит подачу потребителям горячего водоснабжения надлежащего качества. Вводку в эксплуатацию котельной мы планируем с проведением пусконаладочных работ в 2025 году. Основная задача на 2024 год – это запуск в эксплуатацию водоподготовительной установки. Параллельно с газотранспортирующей организацией выполняются работы по строительству газораспределительной станции и межпоселкового отвода газопровода с подачей газа на краноузел, который находится на границе балансной принадлежности Интинской ТЭЦ. Работы планируется завершить в 2024 году. Делегация посетила блочно-модульную котельную, которую несколько лет назад построили на территории Интинской ТЭЦ. Она предназначена для покрытия пиковых нагрузок централизованной системы теплоснабжения до введения в эксплуатацию новой газовой котельной и позже войдет в ее состав. Котельная мощностью 20 гигакалорий в час оснащена 3 котлами, основным и вспомогательным оборудованием импортного и отечественного производства. Благодаря полной автоматизации котельная запускается в работу дистанционно с главного щита управления Интинской ТЭЦ. Котельная постоянно поддерживается в режиме полной готовности и может быть оперативно введена в действие. Пуск самой котельной где-то в течение 40 минут выход на рабочий параметр. Горелки не списать. Сейчас на данный момент, конечно, это у нас импорт, который... Они новые. Они новые, да. Тут наработки на эту котельную, дай бог, чтобы она месяц не работала с ума. После ввода в эксплуатацию новой котельной оборудование Интинской ТЭЦ будет постепенно выводиться из эксплуатации. Предприятию уже более 75 лет, и его техническое оснащение устарело. Плюс из-за того, что уголь в Инту привозится из Хакасии и срок его доставки может достигать до 10 суток, организации зимой необходимо хранить запас топлива не менее 30 тысяч тонн. Посетили, конечно, тоже большую стройку, газовой котельной, посмотрели строительство, в каком оно состоянии. Услышали от руководителей проекта, с какими трудностями столкнулись в результате его реализации. Это объективные обстоятельства того, что сроки несколько сдвинулись вправо, но тем не менее темп набран достаточно такой уверенный. Я думаю, что уже те сроки, которые переобозначены, 25-й год, они реальны. И думаю, что все получится. Не вижу никаких препятствий для реализации этого проекта.
Но и в целом могу сказать, что есть такое ощущение, что ИНТА, конечно, тут стремится сделать все, чтобы найти свое место и, сказать, все-таки обозначить путь развития. И это хорошо. У людей настроение такое, сказать, сохранить город, развиваться, поскольку они все патриоты и любят свой город. Сергей Усачев считает, что у города есть перспектива. В программу социально-экономического развития Коми включены мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения, баража и берегоукрепительных сооружений ИНТы. У нас набор проблем, он, конечно, сказать, он имеет достаточно такой уверенный стандартный перечень. Это, значит, дороги, система ЖКХ, значит, жилищный фонд наш, значит, вода, здравоохранение. Ну вот в части воды вы знаете, что есть проекты, значит, сделать воду для интинцев действительно хорошей, значит, отремонтировать бараж, водозабор, значит, систему подачи воды в город. Значит, вот строится газовая котельня, это приведет к тому, что, безусловно, город будет обеспечен теплом уверенно, без рисков. В целом энергетическая система Республики Коми, она меняется в сторону, сказать, ее модернизации. График рабочей поездки председателя Госсовета Республики Коми Сергея Усачева насыщенный. Он провел урок в школе, личный прием граждан, встретился с депутатским корпусом ИНТы. Вопросов много. Дороги, ЖКХ, здравоохранение, безнадзорные животные, переселение из ветхого и аварийного жилья. Цель поездки – это подготовка к принятию бюджета следующих 3 лет, 25-27 годов. И, безусловно, в рамках подготовки к бюджету мы намерены побывать в каждом муниципальном образовании, выслушать жителей, наших избирателей и народных избранников, депутатов муниципального образования, которые, значит, обозначают те вопросы, которые волнуют жителей, те проблемы, которые стоят перед муниципальным образованием. И моя задача услышать, понять их, безусловно, добиваться, чтобы эти проблемы были решены путем принятия, так сказать, каких-то, значит, там, планов, которые обеспечены бюджетными средствами, так сказать, при формировании бюджета на следующий период. На встрече с депутатским корпусом и лидерами общественного мнения Сергей Усачев наградил благодарственными письмами за личный вклад в развитие и благоустройство муниципального округа ИНТА 3 интинцев – предпринимателей Евгения Веснина, Владимира Воронина и Антона Ковшикова. После председатель Государственного совета Республики Коми отправился в гимназию номер 3, где для учеников 11 класса провел парламентский урок. В 2023 году парламент нашего региона отметил свое 85-летие. В июне 1938 года состоялись первые выборы депутатов Верховного Совета Коми СССР. Событие, которое можно назвать днем рождения законодательной власти региона. Депутат рассказал ребятам о построении вертикали власти в России и о необходимости правильного выбора будущей профессии. Поделился личным жизненным опытом.